Современный биатлон – это уже не просто гонки со стрельбой. Сегодня главный двигатель его развития – телевидение. Индустрия показа крупных зимних состязаний совершенствуется каждый год. Допустим, только в немецком Рупольдинге на биатлонном стадионе и трассе транслируют около 40 камер. Все подчинено телекартинке. Поэтому и судьи здесь уже не просто арбитры, засекающие время, а своеобразные контролеры-распорядители. Здесь каждый отвечает за несколько сегментов, начиная от наличия патронов у спортсмена, заканчивая оградительными флажками. Нюансы во всем. Они решают многое. Например, кто вообще у нас раньше задумывался, куда улетают пули, не попавшие в мишень. В Норвегии сейчас запретили охотиться с свинцовыми пулями. А у нас, когда делают стрельбище, говорят: о, будет у нас земляной брусер. Придут зеленые и скажут: куда пульки летят? В землю. Свинец в землю. Здравствуйте, товарищи. Поэтому делаются специально, то есть все стреляют в мишень, а рядом, где пристрелочная мишень, делаются пули-улавливатели. Вице-президент Союза биатлонистов России Вадим Мелихов – один из самых уважаемых людей в мире спорта, живое воплощение биатлонного прогресса. Он помнит, как это было тогда, досконально знает, как есть сейчас. Его лекции для любого тренера – настоящее собрание человеческой и технической мудрости. В Сыктывкаре биатлон только-только набирает популярность, своего профессионального судейского корпуса, по сути, вовсе нет. Как нет его в широком понимании этого термина и во многих других видах спорта в Коми. И в министерстве над этим уже задумались. Вы правильно сказали. Действительно, это смежное увлечение, работа. Для некоторых это хобби. И отдельного профессионального судейского корпуса у нас нет в Республике Коми. Но хотелось бы также отметить, что, несмотря на это, по ряду видов спорта, в том числе по лыжным гонкам, у нас есть группа, очень сильная группа тренеров, квалифицированных, которые совсем недавно вышли на пенсию, и они очень активно пока еще работают, обеспечивая качественное проведение соревнований по лыжным гонкам. По мнению Николая Бережного, квалифицированный судейский резерв, который нам сегодня необходим, это не люди извне. В большинстве своем это спортсмены, недавно закончившие карьеру, или студенты спортивных вузов. Роль главных вербовщиков их перехода на стезю арбитража должны взять на себя спортивные федерации. Региональное министерство готово им в этом помочь. Максим Васильев, Алексей Паршуков, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.